Как ты попал в штаб татар? Расскажи нам свой путь. В общем, позвали меня друзья сюда. Я так сначала не особо хотел идти, думал, ну что там за люди вообще, что за татарский штаб, что они там делают. Один раз сходил, но мне понравилось, вот, теперь я уже тут 4-й или 5-й раз. А еще скажи, вот, исполняют песни, ты поешь? Я не умею петь, поэтому не пою. Ты не умеешь петь, но всегда можно научиться же, правильно? Ну так-то, по сути, можно всему научиться, но никто не играет в футбол там, когда ему уже 40 лет. Вот, мне 19 лет, я не умею петь и не буду петь, наверное. Мы научим вас петь, приходите в штаб татар. Ты на кого обучаешься? На программиста. На программиста. Да. Ну вот видишь, ты же научился быть программистом, научишься петь. Ну да, мне это нравится, а петь не нравится. А что ты больше всего любишь? Кушать, Так. спать. А в штабе татар? В штабе татар, наверное, больше всего люблю, ну, во-первых, вкусная еда, раз я люблю кушать. Во-вторых, общение с другими людьми со всех сфер. Вот. Что бы ты хотел привнести в штаб татар нового? Мне кажется, тут все, что надо, есть. А подскажи, кстати, на татарскую мафию ходишь? Я не знаю, что это такое. Чтобы быть в курсе всех новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Меня провела знакомая еще 2 года назад. Получается, 2 года целых уже ходишь. Больше 10 уже точно было. Больше 10. Да. И перезнакомилась здесь со всеми. Я просто тебя здесь вижу впервые. Постоянно состав меняется, поэтому, мне кажется, нереально со всеми перезнакомиться. В каких-то мероприятиях еще, кроме встреч в штабе, участвуешь? Например, татарская мафия? Нет. Нет? Никуда не ходишь? Ну, что бы тогда ты предложила для того, чтобы мы объединялись вместе, вместе больше времени проводили? Ходить на хоккей. Да. Любишь хоккей? На Салават. Так, какая у вас речевка в хоккее? Первый среди равных. А сама занимаешься? Нет. Нет? Только смотрю. Только смотришь. А где учишься? В Сочиновском университете. Это первый мед. Вот скажи, какие планы на лето у тебя? Сдать сессию и поехать домой. А ты откуда? Из Уфы. Из Уфы? Я, кстати, тоже из Уфы. Подскажи, как ты попал в штаб татар? Меня пригласил товарищ, вот, так я и попал в штаб татар. На кого обучаешься, кем работаешь? Обучаюсь я на финансиста, вот, я учусь на финансовых инвестициях, банках, вот. А работаю сейчас я разработчиком машинного обучения, вот. О, ну перспективно, слушай. РЭШ это... Это Российская экономическая школа, вот. Это небольшой университет, Сколково находится, вот. В целом, наверное, так. Подскажи, что тебе нравится больше всего в штабе татар? Мне нравится то, что я могу приходить и практиковать свой родной язык, во-первых. Во-вторых, мне нравится, что здесь есть культура, которую как бы в Москве трудно найти, такую вот татарскую культуру, по которой я скучаю. Вот. И мне еще нравится в том числе, что я здесь культурно просвещаюсь именно в татарской культуре. То есть я там вырос в большом городе, и вроде бы я вырос в татарской семье, но я там многие вещи, допустим, не знал из татарской культуры. И постепенно там, общаясь как раз с разными людьми из разных регионов, узнаю лучше, какие есть татары, что есть, какие у них есть традиции, и вообще про культуру и историю татар. Я считаю, что это важно, мы должны знать свою историю. Твоя любимая татарская традиция? Я люблю покушать, да, моя любимая татарская традиция – это татарская кухня, вот, поэтому я люблю губадию, которую готовит там майнанейка, эчпачмаки. Ну и, наверное, еще люблю татарское музыкальное искусство, вот, начиная там от песен, заканчивая какими-то более классическими произведениями. Вот, я думаю, что примерно так. Поешь здесь татарские песни вместе со всеми? Да, и, кстати, справедливости ради, после прихода в штаб татар я стал слушать больше татарской музыки, узнал больше татарских исполнителей, в том числе там классических, таких как Ильгам Шагиров, вот, Альфия Абзалова. То есть я до этого когда слышал про них, но активным слушателем их не являлся. Вот, и с тех пор, как бы, это тоже заслуга штаба татар, я стал больше погружен в их творчество. А на кого обучаешься? На юриста учусь. Какая отрасль? Гражданская, у меня институт частного права. О, ну это сильный такой достаточно универ. Сложно туда попасть, слышал об этом. А какие цели? Вот ты посещаешь 2 года штаб татар, ты что-то ищешь, либо это просто приятное времяпровождение? Да, вообще нет, мне очень нравится здесь атмосфера, классные добрые ребята, которые всегда открыты к общению, и это прекрасное место именно для поиска новых знакомств, и очень здорово возвращаться сюда каждое воскресенье, видеть знакомые лица, и все такие: о, привет, привет, вот, поэтому вообще очень здорово, душевная атмосфера. А откуда ты? Я из Уфы. Из Уфы, слушай, я тоже из Уфы. А подскажи, вообще, долго ты уже в штабе татар?
С самого моего переезда в Москву в 2020 году мама нашла, скажем так, сообщество, сказала, свяжись, обязательно туда приди. И вот с Гульнарой связался, и с тех пор я неотъемлемая часть штаба татар. Слушай, ну мы это очень ценим. А подскажи, ты ищешь каких-то дополнительных, так сказать, исполнителей в свою команду? У тебя просто у одного очень хорошо получается. Может быть, ты ищешь каких-то музыкантов? Здесь очень много разных людей, и все поют. И медики, и преподаватели, ну, кто есть кто, бизнесмены, все поем. У меня очень много любимых песен. Песни Айдара Галимова, Салавата Фатхетдинова, на которых я вырос. Еще раньше, которые песни были, да, то есть, ну, не могу я выделить какую-то одну. То есть все, что поет народ, в принципе, все, татарская душа раскрывается, когда начинает петь на родном языке. А еще расскажи, здесь друзей нашел? Да, кто-то меня на волейбол должен позвать в Кузьминке. Это я. Я зову всех на волейбол в Кузьминке, обязательно приходите. А знаешь татарский язык? Альбетте. Молодец, вот наш парень. Первый раз здесь. Верно. И какие впечатления? Приятный, особенно баянист мне очень понравился. Это же баян был? Да. Очень понравился, просто класс. Кстати, знаешь татарский? Язык? Да. Да. Что тебе больше всего понравилось вот, в штабе татар? Гульнара, очень хороший организатор, отзывчивый. Подскажи, какие у тебя планы на лето, Сабантуй? Планы на лето? Первый день отпуска хочу в Мурманск поехать. А что в Мурманске? Не знаю, вот эта стихия, знаешь, холод, вот хочется вот это поймать рыбу. Померзнуть немножко. Померзнуть, да. Вот. Все идут в Черное море, а я почему-то захотел вот посмотреть на там же Северный Ледовитый океан. Северный, да. И, собственно говоря, киты, что там еще, морские ежи, гребешки. За этим? Или это я уже сам придумываю? Не, это в том числе. Это В том числе. Всегда с удовольствием прихожу. Гостеприимная, душевная атмосфера. Всегда спикеры интересные выступают. Действительно на жизненно важные темы. Ребята тут интересные приходят. Тут кого-то я уже вижу не в первый раз далеко. Сегодня, как мне показалось, много новичков. Чьи лица я здесь не видел, например, вот зимой. Но это же хорошо. Значит, штаб татар становится все больше популярным, если сюда новички приходят. А как ты попал вообще сам в штаб татар? На самом деле мне в августе или в июле дали ссылку на штаб татар в Телеграме. Добавили, ну вот и в ноябре я пришел на первое мероприятие. Но, что самое интересное, про штаб татар-то я слышал еще с 2017-2018 года. Что тебя останавливало? Почему ты не пришел к нам Меня раньше? останавливало? Ну, наверное, потому что в Телеграме я не был зареган. Я в Телеграме только в позапрошлом году зарегался. А Инстаграм? Ты подписан на наш Инстаграм? На Инстаграм подписан, но в Инстаграме я сижу очень редко. Я, например, вот у некоторых ребят спрашиваю, они никогда не слышали про сайт знакомств Анаем, хотя Анаем среди всех татарских сайтов знакомств, он топовый. Но я не знаю, что после него идет, там Татарлав и все, а остальные даже никто и не слышал. Как бы мало кто знает про Ряхет сообщество по катушке, ну, Ряхетлер, Ряхет Кище еще организовывают вот в антикафе. Часто ходишь на татарскую мафию? Я пару раз наблюдал эту игру, но я что-то не врубился, не понял. Ну, есть ребята, которые в татарскую мафию играют уже не первый год. Есть те, кто ее организовывают. Ну, что я могу сказать, большие молодцы. Татар-мафия нас берлештере. Слушай, подскажи, как нам поймать вот таких людей, как ты, которые ни в Инстаграме, не зарегистрированы, и, собственно говоря, в Телеграме их тоже нет. Как нам выловить таких ребят и привлечь в штаб татар, на твой взгляд? Что мы можем сделать? Ну, больше рекламы, наверное, делать. Как бы YouTube в помощь. Телега, Инста. Дело в том, что Инста это, конечно, хорошая вещь, но сейчас туда заходить можно только через VPN. А VPN бывает с первого раза не ловит. Как бы если это бесплатный сервер, туда только с 5-7 попытки заходишь, как это сейчас делаю я. Наверное, все-таки через телегу и YouTube. Ты рассказал всем своим знакомым о штабе татар. Скольких друзей ты сюда привлек? У нас есть реферальная программа. 3-4 я точно привлек, это я могу с уверенностью сказать. Ну, еще больше привлеку. Что больше всего тебе нравится в штабе татар и что бы ты хотел изменить в лучшую сторону? Нравится то, что люди с разных уголков нашей необъятной родины могут разговаривать на родном языке. Это первый момент, да. Какая-то своя родная атмосфера, да. Ну, то есть, я переезжаю в Москву, мне немножко было тоскливо,
с кем же здесь разговаривать на татарском языке? Но на секундочку, наша нация без преувеличения, есть статистика, вторая в стране по численности населения. Поэтому я думаю, что этот вопрос мы решим с языком, с приобщением культуры. Да. Нравится то, что мы поддерживаем ее, да, из поколения в поколение, надеюсь, передадим. Кто-то семьи ищет, да, опять-таки, кто-то каких-то деловых партнеров, кто-то просто по душе пообщаться сюда приходит. Ну, я бы не стал бы ничего не менять, просто увеличил бы количество этих посещений, мероприятий и так далее. А какие у тебя цели? Вот ты говоришь про семью, про деловых партнеров. Что ты здесь уже нашел? Конечно, у меня очень много знакомств, я человек коммуникабельный и, в принципе, стараюсь везде. Это не то, чтобы с пользой, да, провести время, без корысти какой-то, да, но все же стоматологи здесь, инженера, опять-таки. Скидочку можно в стоматологию получить. Вот о чем и речь, да. То есть я думаю, что мы друг друга поддержим. В любом случае, мы братские такие татары, да, любим друг друга и готовы помочь в трудную секунду. Какие планы на ближайший год? 2? Ну, учебу закончить хочется, ходить в штаб татар. Правильно. А еще хочу попасть на Сабантуй. Кстати, ни разу не была в Москве на Сабантуй. Вот хочу, планирую 15 июня. Я приду. И 6 июля. И приглашай друзей и знакомых из штаба Да, татар. конечно, да. Мы все идем. А какие планы у тебя на ближайший год, на ближайшие 5 лет? Выучить татарский язык еще больше, учиться читать татарскую литературу, вот, классическую, было бы славно. Вот, наверное, такие на ближайшие 5 лет планы. А ходишь на татарскую мафию, вот у нас проводится? Нет, на татарскую мафию не хожу, у меня на мафию аллергия. И какие планы на ближайшее время, на, может, ближайший год? Английский хотел бы учить, да, мечта. Или итальянский. Да. Или французский. Ну и приходите, конечно, welcome, да, скажу по-английски, Рахим Итегас скажу по-татарски. У нас весело, у нас можно поддерживать родной язык, общаться, новые знакомства.
миксоваться, пусть строгает